В нашу жизнь это болезнь, которую человек выбирает себе добровольно, превращая себя в социальный труп. Приобретение и употребление дурманящих веществ становится смыслом его жизни. Более того, наркоман стремится приобщить к своему увлечению и других. Недаром наркоманию еще называют эпидемическим неинфекционным заболеванием. Как уберечь себя и своих близких от этой белой чумы, как не пойти на поводу у ложных мировоззрений и как не попасть в среду наркоманов, как противостоять этой мании и остаться человеком достойным и счастливым. Не знаю, как до этого докатился. Документальный фильм о судьбе одного наркомана представлен на суд школьной публики. Молодежь при правильном подходе и доступной информации способна сформировать собственное мнение о таком явлении, как наркомания. Поэтому организаторы стараются такие встречи не ограничивать одними беседами. Впрочем, самый лучший способ привлечь внимание детей – озвучить статистику, которая не утешает. На сегодняшний день у нас зарегистрировано по республике 1400 человек, из них 300 человек у нас как зависимые идут, и где-то 1100 человек – это потребители наркотиков с вредными последствиями. А около 32 человек из них являются потребителями аптечных препаратов. Наркологи отмечают, помощь попавшему в беду вдохнуть и вернуться к правильному образу жизни может только семья. Никакое наказание, ни общественное порицание не может, если близкие люди не будут бороться за родного человека. Но у школьников есть и идеи, как обезопасить себя от чумы 20 века. Я считаю, что человек не употреблял наркотики, ему надо вести здоровую жизнь, заниматься спортом. Не связываться с плохой компанией, с теми, кто употребляет эти наркотики. Даже если его как-то заставляет, он не должен это делать. Каждый из них сейчас на этом этапе жизни, когда идет становление личности. И каждый шаг уже нельзя смахнуть на детскую непосредственность или беззаботность. Впрочем, все здесь сидящие уверены, что наркотики – это болезнь, и болеют ею не только те, кто их принимает, но и те, кто находится рядом. У меня есть мнение, то я считаю, например, если человек употребляет наркотики, то у него есть друг, и тот, который не употребляет наркотики. Я считаю, что этот друг, который не употребляет, является тоже наркоманом, потому что он не может удержать своего друга от наркомании, от этого неупотребления. Например, он может дать ему, например, деньги, чтобы купить эти наркотики, ему поддерживает его мнение. Наркотики – это, конечно, очень плохо, потому что это может привести к многим последствиям. Принимая такой шаг, в первую очередь человек отказывается от своей семьи и от своей жизни. Оступиться может каждый, но мало кто имеет смелости признаться и попросить о помощи, боясь по большей части публичного осуждения. Магомед Мальсагов знает об этом, как никто другой. Признается, что несколько знакомых ему ребят пробовали психотропные вещества, но смогли вовремя остановиться. Года 2-3 назад среди моих знакомых были те, которые употребляли наркотические вещества. Но сейчас они оставили все это и ведут нормальный образ жизни. Сейчас мы ходим вместе в спортзал, тренируемся. В погоне за удовольствием молодежь активно пробует аптечные препараты, печально известную лирику и даже глазные капли тропикамид. Впрочем, в списках психотропных веществ каждый раз оказываются все новые названия препаратов. При употреблении аптечных препаратов вред для человека как для физического тела, так и для психики человека. Для психики это понятно, формируются очень такие жуткие апатии, депрессии у человека. Из-за этих депрессий у них возникает всякого рода побуждения, даже суицидальные попытки бывают. А второе такое психические нарушения, которые вторые более актуальны, это бредовые идеи преследования, бредовые идеи ревности, которые возникают на фоне употребления вот этих препаратов. С религиозной точки зрения тоже есть подобные разъяснения наркомании. Говоря простым языком, все, что приводит к помутнению разума, будь это алкоголь, сигареты, наркотики, либо психотропные вещества, все это чуждо здравомыслящему человеку. Эту истину ребятам объясняют почти на каждом уроке. Наркотические вещества или опьяняющие вещества – это без сомнения запретное, то, что запретил Всевышний Аллах, то, что нам запретил наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Все, что одурманивает, опьяняет, это все харам, это без сомнения. Акция «Кайф по-трезвому», организованная Коммолодежью Ингушетии, стартовала сегодня. Ребятам буквально дословно разъясняют, что такое наркомания и какова реальная цена за мнимое удовольствие и что такое на самом деле кайф. Почему кайф по-трезвому? Потому что немногие знают, что слово «кайф» находит свое начало образования от арабского слова «кайф», которое обозначает любое приятное времяпровождение.
Сегодня, к сожалению, молодежь использует это слово для обозначения состояния организма, который находится под воздействием либо наркотиков, либо алкоголя. Вот. А поэтому мы рассказываем в своих семинарах ребятам о том, что настоящий кайф – это иметь здоровое тело, крепкий интеллект и здравое мышление. Наркотики разные, зависимость всегда одна и та же. Но дело не в нарковеществах и не в аптечных препаратах, объясняет старший, а в самом человеке, решающем встать на путь зависимости. Но долг общества уберечь их от тяги в параллельную реальность, туда, где конечная станция – летальный исход. Руслан Албогачиев, Адам Кадзоев, Новости 24.